Мшибзеко хатырыску а журналистша хасасча. Бзила шабиет хашахвой жулар бжаратый а пресс-центраджа. Уаджи абснухунткарра хада ялхраком япысвойт. Убри намадана абснухунткарра алхрат комиссия хада жулар бжаратый а пресс-центр аусура хацнаргойт. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии. Завтра, 15 февраля, пройдут досрочные выборы президента Республики Абхазия. Задачами пресс-центра Центральной избирательной комиссии являются освещение выборов, а также предоставление объективной информации о ситуации в Республике Абхазия международному сообществу. Уажы Ажаиму Абсна Алхрат комиссия Хадаханпаю Дмитрий Маршан. Слово предоставляется председателю Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Дмитрию Маршан. Абзера Шумаз, Хатырску, Хасасчо, Хаважлар, Апресс-центр Артра, Зетхалу, Апсна Хадра, Ялхра, Уачо, имя Пахва, Амза Йохурзу, Убрияскуб. Добрый день, уважаемые гости. Добро пожаловать в Республику Абхазия. Мы рады вас приветствовать на столь важном событии для нашей страны. Здесь я вижу много гостей, которые представляют разные страны. Надеюсь, что впечатления от выборного процесса у вас останутся положительные, и мы рассчитываем на очень хорошие отзывы, но и на правдивую информацию, где у нас есть какие-то упущения. Как вам известно, выборы пройдут в Республике Абхазия в 35 избирательных округах, в котором входят 152 избирательных участка на территории Республики Абхазия, а также открыты 2 участка, которые расположены за пределами республики. Это в Российской Федерации, в городе Москва и в городе Черкесск. Хотелось бы отметить, что это 2 участка, которые открыты на территории Российской Федерации, они открыты с момента признания суверенитета и независимости Республики Абхазия со стороны Российской Федерации. И с 2009 года в этих городах мы проводим регулярно, когда очередные или досрочные выборы, это уже по счету они 8-е, поэтому на этот раз тоже это не исключение. Что касается участков на территории Республики Абхазия, как я сказал ранее, их 152, которые расположены в столице города Сухум, расположен 9 избирательных округов. По Гагарскому району у нас 5 округов, по Гудаутскому району 7 избирательных округов, по Сухумскому району 2 избирательных округа, по Гульрыбскому 3 избирательных округа, по Ачамчирскому району 6 избирательных округов, по Ткварчальскому 2 избирательных округа, по Гальскому 1 избирательный округ. В целом 134 тысячи избирателей, внесенных в списки, в основной список составляет именно 134 тысячи, буквально 500 человек, 134 500. Также хотелось бы отдельно отметить, что в Республику Абхазия прибыло более 100 международных наблюдателей из различных стран мира. И с вашего позволения хотел бы перечислить эти страны в алфавитном порядке. У нас присутствуют представители Австрии, Аргентины, Бангладеш, Боливии, Гватемала, Германия, Греция, Доминиканская республика, Иран, Испания, Италия, Колумбия, Кыргызская республика, Мексика, Португалия, Приднестровская Молдавская республика, Республика Корея, Республика Южная Осетия, дружественное союзное государство, с кем мы поддерживаем наитеснейшие связи с Российской Федерацией, представители здесь. Хотелось бы отдельно ответить Сергею Николаевичу Бабурина. Спасибо вам за то, что в столь важный день вы с нами находитесь. Также из Румынии, из Северной Македонии, из Сербии, Танзании, Тунис, Узбекистан, Франция, Чили и Эфиопия. Многие из тех стран, кто сегодня представляет международные организации, многие из них уже не в первый раз посещают в качестве международных наблюдателей.
Мы рады вас приветствовать на нашей исторической многострадальной земле, которая нам досталась благодаря тому, что наши предки отстаивали свободу и независимость своей республики. И у нас есть сегодня возможность в независимой суверенной Абхазии проводить свободные выборы. Вашему вниманию хотелось бы представить кандидатов на пост президента Республики Абхазия и кандидатов на пост вице-президента. Кандидат на пост вице-президента Республики Абхазия Ардзымба Адгур Амиранович. Он идет вместе в паре с кандидатом вице-президента Джинжал Алхас Владимировичем. Также кандидатом в президенты Республики Абхазия зарегистрирован Аршба Роберт Иванович. Вместе в паре с кандидатом вице-президента Агарба Даутом Валентиновичем. Далее кандидат в президенты Барцис Олег Мсасович в паре с кандидатом в вице-президенты Какоба Адгуром Патовичем. Далее кандидат в президенты Гумба Бадра Зурабович в паре с кандидатом в вице-президенты Бигвава Бесланом Владимировичем. А также зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Хурхмал Адгур Вадимович вместе с кандидатом в вице-президенты Путелья Тенгизом Сарденовичем. Завтра, уважаемые гости, в течение дня голосования Центральная избирательная комиссия будет объявлять информацию о явке и о ходе избирательного процесса. 15 числа завтрашнего дня пресс-центр будет работать с 8 утра до 10 вечера. Что касается предварительных итогов, мы их будем объявлять 16 февраля в 12 часов дня. Спасибо большое вам за внимание. Это был Уаже Ажарыму Бжуларбжаратби Анна Пшвича. Слово предоставляется международным наблюдателям. Начнет наблюдатель из Франции Арно Оливье Жан Девиле. Все удобно. How long the speech? How long? 2-3 минутки. Можно? 3 minutes? Okay. Работай? Yeah. Thank you very much. I just want to introduce myself. My name is Arnaud Devolay. I'm a lawyer from France. I was selected, or at least solicited, to come and observe your elections. I just want to say that it's an honor for me. I understand that your country has a lot running at stake on these elections, and it's a young democracy. And I hope in that regard that everything will be, and I assume everything will be going perfectly well. And in that respect, I thank you again, and I hope to see a process reflect a young and vibrant democratic institution, and thank you very much. Добрый день. Разрешите представиться. Меня зовут Арно Девиле из Франции. Меня пригласили в качестве международного наблюдателя. Это большая честь для меня. Очень рад быть в вашей стране. Я уверен, что выборы пройдут хорошо, и мы увидим честные демократичные процессы. В общем, на этом все. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Коллеги, если есть вопросы, можете задать. Все вопросы в воскресенье. Вопросов нет, спасибо большое.
Спасибо большое. А сейчас слово наблюдателю из Италии Саре Куньял. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito che mi è stato offerto, grazie di questa possibilità. È la prima volta nella mia vita che mi viene chiesto e mi viene offerta questa possibilità di essere osservatrice internazionale delle elezioni e ringrazio l'ambasciatore Vito Grittani che ormai da decenni si sta occupando come missione della propria vita del riconoscimento dell'Abkhazia in Italia e sta diffondendo non solo in Italia ma in tutto il mondo questa questione molto importante. Здравствуйте, я рада присутствовать здесь сегодня, рада принять участие в очень важном для вас процессе. Я здесь в том числе благодаря другу Абхазии, это Вито Гритани, дипломат, который долгое время продвигает, популяризирует Абхазию в Италии, проводит работу с тем, чтобы впоследствии Абхазия была признана в Италии. Per me è quindi un grande onore e un privilegio. Sono onorata anche perché vedo effettivamente con i miei occhi che c'è una grandissima organizzazione da parte del governo per queste elezioni e vi faccio i complimenti per questo perché è segno che effettivamente la democrazia è un valore importantissimo ed è un valore importantissimo perché soprattutto voi potete essere l'esempio anche per molti altri popoli nel mondo che effettivamente hanno il diritto di autodeterminarsi. Я хочу подчеркнуть очень важную деталь, которую я заметила в ходе презентации. Хочу отметить высокую и хорошую организацию вашего правительства по подготовке к выборам. Это показатель высокой степени демократичности вашей страны и может стать также примером для других стран в плане самоопределения народов. Ciò che lega l'Italia al popolo e al territorio abcaso non sono solo la grande storia, l'antica storia, le tradizioni, l'identità, ma anche appunto la voglia di riscatto. Dopo momenti di sofferenza, ora è arrivato il momento anche per il popolo abcaso di riscattarsi, di raggiungere appunto la libertà di autodeterminarsi e soprattutto la possibilità di dare un nuovo futuro alla propria nazione. На самом деле нас много объединяет, помимо истории и культуры, нас объединяет также желание самоопределяться, определять свой путь свободно и самостоятельно. И в этом смысле я вижу, что ваш народ такой же. Vi ringrazio ancora. Спасибо большое еще раз. Se ci sono altre domande, se ci sono curiosità. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, задавайте. Все. Спасибо. Grazie. Слово наблюдателю из Колумбии Давиду Алехандро Торо Рамирес. Primero, gracias por la invitación. Un abrazo gigante desde la tierra del café, de las bananas y las flores. Спасибо большое за приглашение и всем отправляю большой привет из страны кофе и солнца. Feliz de estar en este hermoso país de las 7 estrellas, de la mano que acoge y de el alma que entrega la vida por las visitas. Я очень рад быть в этой стране 7 звезд и такой гостеприимной стране. Bueno, venimos a acompañar este proceso. Yo soy congresista en Colombia y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. Я являюсь конгрессменом в Колумбии и также являюсь директором по международным отношениям Центра по защите прав человека. También decirles que pertenezco a un grupo de expertos internacionales
que hemos estado acompañando el proceso de la hermosa República de Abjasia y que justamente la presencia de más de 31 países y de 4 continentes da a entender el desarrollo y trabajo tan profundo que hoy estamos haciendo. И также в каком-то смысле я являюсь частью международного сообщества наблюдателей, и сегодня вместе со своими коллегами мы находимся в Абхазии с нашей главной целью провести наблюдение всех электоральных процессов. Así que acompañaremos la transparencia de estas elecciones donde se juega el futuro de Abjasia y si hay pues alguna pregunta estaremos dispuestos a responderla. Здесь мы для того, чтобы обеспечить транспарентность проходящих здесь выборов, и на этом все. Буду рада ответить на ваши вопросы. Вопросов нет? Спасибо. А сейчас... А сейчас слово наблюдателю из Кореи Юн Юнг Сик. К сожалению, переводчик корейский язык нет, поэтому я коротко для рекорда я говорю по-корейски, потом продолжаю по-русски. хорошо? 안녕하세요. 저는 한국에서 온 윤영식이라고 합니다. 이번에 여기 아부아시아에 처음 왔는데 저에게는 매우 큰 영광입니다. Здравствуйте, друзья. Я из Южной Кореи. Меня зовут мистер Юн. Я профессор русского языка для студентов, детям в России, в университете. И международные отношения я помогаю. Для меня очень большая честь по приглашению ЦИК. Да? Первый раз пришел в Абхазию. У меня есть вопрос. В данном моменте, какая событие самое известное в Южной Корее? Вы знаете все, наверное, через новости. Да. В конце прошлого года, 3 декабря, наш настоящий президент мистер Юн заявил военное положение. Это сумасшедший. Вся земля, они потрясают от этой новости. До конца этого прошлого года мы не считали, и другие страны, они не считали, что Южная Корея, они считали, что Южная Корея это одна страна, где политически стабильная такая страна. Да? Но у нас появилась угроза. Но вы знаете, все угрозы приходят и кризис, и возможности. Мы сейчас под процесс переменить этот кризис в возможности. У нас сейчас происходит конституционные судьи, каждый неделю 2 раза, и процесс заканчивается, наверное, в конце этого месяца. Так, я хочу вам отметить, что несколько лидеров, политические лидеры, они забывают о том, что они представляют не только те люди, которые подтвердили, да, голосовали за него, но он тоже представляет тех людей, которые противостоят, напротив, да, против. Несколько лидеров, наши плохие лидеры, мистер Юн забывал об этом. Это очень грустно мне. Так, это все, что я хочу заметить. Очень рад вас видеть, друзья мои. В эту визит принесет более конкретные отношения между двумя странами. Если у вас есть вопрос, я хочу ответить. Спасибо вам большое. А сейчас слово предоставляется нашему большому другу Абхазии, наблюдателю из Российской Федерации Сергею Бабурину.
Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, уважаемые коллеги, международные наблюдатели, я искренне хочу, чтобы мы завтра с вами убедились, что абхазская государственность давно состоялась. Здесь есть опыт проведения любых избирательных кампаний достойно, организованно, при всех страстях, которые кипят между кандидатами в президенты, будем верить, что эти страсти останутся в рамках действующей Конституции и закона. А мы с вами будем наблюдать, и, надеюсь, мы это сможем оценить. Да, действительно, я в Абхазии и на выборах, и в других политических ситуациях бываю уже больше 30 лет. Как и в других странах, я вот только что был международным наблюдателем в Республике Беларусь на выборах президента, был сейчас в Сербии, у них пока нет выборов, но я боюсь, они там не за горами, поскольку политический кризис острый. Я искренне хочу, чтобы между Абхазией и Российской Федерацией не было никакого недопонимания, а была бы гармония отношений и единство наших действий. Я думаю, вопросы все будем задавать друг другу послезавтра. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Зурабович, мы вас приглашаем на президиум. Коллеги, если у вас есть вопросы, можете их задать. Коллега Часцара Шимазер и Штеир Шелшут. Вот. По очереди, да. Микрофон. Да-да. Правильно вы отметили, участок своевременно был открыт за месяц до дня голосования на турецкой территории. Мы участок открыли, исходя из того, что многочисленное количество наших людей, диаспоры, их обращения были, но самое главное обращение полномочного представителя. Мы за пределами Республики Абхазия открываем участки только по представлению в соответствии с конституционным законом о выборах президента Республики Абхазия, по представлению или посла, если мы в этой стране признаны, или же полномочного представителя. Вот. В соответствии с тем, что полномочный представитель нам представил документ о том, что есть ходатайство об открытии участка, мы приняли решение открыть 16 января мы открыли участок, приняли решение единогласно о том, что надо дать возможность нашим гражданам, которые проживают на территории Турецкой Республики, паспортизированных с внутренними паспортами в районе 1000 человек там. Вот. Хотя диаспора большая, но вот с документами, которые удостоверяют их личность в виде внутренних паспортов. Вот. Но турецкие власти, они все сделали для того, чтобы этот участок был закрыт. Мы вчера получили от полномочного представителя Абхазии в Турецкой Республике обращение о том, что он не представляет возможность открыть и провести выборный процесс в соответствии с законодательством. Вот. Мы, когда принимали решение о том, что будем проводить там выборы, мы сделали оговорку в Центральной избирательной комиссии о том, что если будут препятствия со стороны турецких властей или же будут выборы проходить с нарушением выборного законодательства, что мы аннулируем и закроем данный участок. Вот. Вчера по данному обращению, которое сделал полномочный представитель, Центральная избирательная комиссия она провела заседание и отменила данное решение в связи с тем, что не было возможности завтра проводить там выборы. И МИД Турецкой Республики, и Министерство внутренних дел, они это препятствовали для того, чтобы данные выборы там осуществить. Хотя наши граждане, они
имеют право, где бы они ни проживали, провести выборы и проявить свое волеизъявление. Вот. Также хотелось бы отметить, что за пределами, как я ранее говорил, у нас 3 участка было. Вот 2 участка на территории Российской Федерации, они задействованы. Вот, и я очень надеюсь на то, что там также пройдут выборы в строгом соответствии с законодательством Республики Абхазия. Хотелось бы поблагодарить наших коллег из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые оказывают нашей комиссии и посольству Республики Абхазия в Российской Федерации, которые проводят выборы. Хотелось бы их поблагодарить о том, что они оказывают нашему посольству организационное техническое содействие. Вот. Мы также надеемся, что на территории Российской Федерации, в Москве и в Черкесске и правоохранительные органы будут контролировать ситуацию, потому что общественный порядок, за общественным порядком будут следить за пределами Абхазии органы внутренних дел Российской Федерации. Внутри территории участка будут располагаться там наши члены комиссии, вот, а также сотрудники МВД Абхазии внутри участка будут за порядком следить. За пределами я очень надеюсь на то, что никаких эксцессов там не будет. Просто у меня есть информация, что будет массовое скопление людей. Вот, и обращаюсь к нашим гражданам о том, чтобы в порядке очереди завтра все, что могли, провести. А еще раз правоохранительным органам обращаюсь, чтобы за общественным порядком и права наших граждан максимально, чтобы они были реализованы, чтобы они за данным мероприятием обратили пристальное внимание. Да, подойдите к микрофону, пожалуйста. Нет, такое невозможно, потому что наши граждане, они дисциплинированные. Если решение ЦИК было таким образом утверждено, то для них мы приняли волевое решение месяц назад для наших граждан. Но если мы вчера его аннулировали, тогда я уверен в том, что наши граждане, они законопослушные, вот, и никаких попыток открытия альтернативных участков, которые не имеют юридическую силу, невозможно. Денис Фаршман, вопрос. Передайте микрофон, пожалуйста. У меня 2 вопроса, если позволите. Сегодня было распространено обращение Центральной избирательной комиссии, значит, в котором единогласно члены комиссии выразили вам поддержку. Дмитрий Зурабович, я хотела бы знать, в связи с чем сегодня, накануне выборов, что-то случилось. И второй мой вопрос по избирательному участку в Черкесске. Сегодня целый день курсирует информация о том, что там есть задержанные, то ли наблюдатели, то ли члены участковой комиссии, и вообще там не очень спокойно. Что известно Центральной избирательной комиссии и каким образом вы пытаетесь отрегулировать этот вопрос и задействовали вы для регулирования этого вопроса своих коллег из ЦИКа России? Спасибо. Что касается первого вопроса, инициатива по поводу выразить мне в очередной раз доверие, это исходило из не только коллег, которые являются постоянными членами Центральной избирательной комиссии, это исходило от представителей, от членов ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов в президенты. Как вы знаете, мы все заседания и совещания проводим вместе с представителями, которые законом регламентированы, что они являются членами ЦИК с правом совещательного голоса, и каждый представитель от кандидатов, они у нас зафиксированы. Вот, и это их инициатива была подчеркнуть доверие ко мне как председателю, и поддержали моих коллег. Спасибо, конечно, им за доверие, в очередной раз за единогласное отношение ко мне. Надеюсь оправдать их доверие. Вот. Что касается участка в Черкесске, ко мне
было обращение, оно не в письменном виде, мне в телефонном режиме сообщили о том, что один из граждан Абхазии, с ним была проведена беседа и задержали его. Вот. Гражданин Кабба, насколько мне стало известно. Вот. Вопросы касались освидетельствования его. Вот. Попросили его, чтобы он прошел в отделение, но он, насколько мне известно, отказался, и поэтому его на несколько часов задержали. И также мне сообщили о том, что его после того, как протокол составили, отпустили его. Вот. Других жалоб к нам не поступало. Что касается участковой комиссии в Черкесске, мы сегодня связывались с нашим коллегой, мы его делегировали от Центральной избирательной комиссии, это Лаша Шамба. Его встретили наши коллеги из избирательной комиссии Карачаево-Черкесии. Также наш коллега встречался с главой Республики Карачаево-Черкесия, вот, и они выразили готовность к тому, чтобы оказать всяческое содействие, чтобы выборы у нас завтра прошли в спокойной, демократичной обстановке. У меня Анаида Гагарян, «Эхо Абхазии». Дмитрий Зуравович, скажите, пожалуйста, сколько граждан обратились в ЦИК, те, кто не имеет прописку, за получением удостоверения? И расскажите завтра, как будет работать пресс-центр, то есть во сколько вы будете сообщать о явке избирателей. Спасибо. Дело в том, что к нам очень много граждан обращаются за консультацией. Я ранее говорил и хотел бы, чтобы наши международные наблюдатели знали, что понятие «открепительный талон» это означает, что человек мог проголосовать и по прописке, а если не может в этот день находиться по месту жительства, мог проголосовать по этому талону в другом месте. Но некоторое время назад данное мероприятие отменили, потому что некоторые граждане, они злоупотребляли тем, что и по прописке, и по открепительному талону голосовали. Поэтому сегодня у нас голосуют именно по месту прописки, а если прописки нет, как вы отметили, они обращаются в Центральную избирательную комиссию, и мы им выдаем удостоверение на право голосования. На право голосования на том участке, который они укажут в заявлении. А таких заявлений на сегодняшний день мы в течение 10 дней рассматривали данные заявления, их 800, 820, 830, если быть точным. Вот. Завтра также будем принимать, это и ранее также было, вот, день голосования. Я думаю, что мы осилим весь поток принять, обслужить и дать возможность им проголосовать, у кого нет прописки. И по второму вопросу завтра... Да, завтра у нас 15 числа участки открываются, ну, традиционно они в 8 утра, все участки будут открыты. С 6 утра наши члены участковых комиссий приступят к работе, потому что будут подсчитывать бюллетени при присутствии наблюдателей от каждого кандидата. От каждого кандидата по 3 наблюдателя у нас имеют право находиться поочередно. Более того, каждый бюллетень после подсчета будет подписан 2 членами избирательной комиссии. Также будет даваться право наблюдателям, чтобы и они подписали данный бюллетень. То есть это не обязанность, но их право, чтобы они могли и подсчитать, и подписать. Вот. Поэтому, что касается данной процедуры, это все делается перед открытием. Весь этот подсчет и подписи перед открытием с 8 утра. Здесь в пресс-центре, как только мне в Центре избирком сообщат о том, что все участки заблаговременно будут открыты, я первое интервью уже к 9 часам, ближе к 9, вам об этом сообщу. И каждые 3 часа, то есть последующие 3 часа в 12, в 3, в 15:00, в 18 и завершающая будет встреча у нас 8:30 после закрытия. За все это время мы вас будем информировать о явке и о ходе избирательного процесса. Вот. Между тем временем, когда я буду объявлять о явке, наши уважаемые международные наблюдатели, они
поочередно, по желанию будут давать свою оценку, как происходит процесс избирательный на территории Республики Абхазия. Вопросы от наблюдателя из Франции. As relate to the polling center in Turkey, I wanted to find out if you could provide us information as to the three following points. Number one, was enough paper ballot and or electronic voting facilities put in place for the population there? Number two, will any and every candidate to the election be able to send their own observers to the polling center? And three, has the staff who's supposed to be running the polling center been selected yet? Да, у коллеги из Франции вопрос про участок в Турции, поскольку он не владеет русским языком, он не совсем, видимо, услышал предыдущий ответ. Он спрашивает, были ли направлены избирательные бюллетени при подготовке участков в Турции, были ли назначены наблюдатели от каждого из кандидатов на участок в Турции и были ли назначены члены участковой избирательной комиссии на участок в Турции, ну, видимо, перед его закрытием. Это уже мой комментарий. Да, я уже ответил на этот вопрос. Хотелось бы отметить по поводу бюллетеней, которые мы никуда не отправляли, потому что то решение, которое было вчера принято, оно не позволяет куда-либо отправлять бюллетени для голосования, потому что вопрос этот был вчера решен. И что касается наших граждан, которые там проживают, я надеюсь на то, что по их информации, помимо того, что полномочный представитель нам дал информацию, мы мониторили эту ситуацию, и видно было, что нашим гражданам в спокойной демократичной обстановке выразить свое волеизъявление турецкие власти не дадут. Поэтому никаких бюллетеней и никаких представителей и наблюдателей от кандидатов не были направлены. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Микрофон передайте, пожалуйста. Здравствуйте, телеканал РТ, Иван Медведев. Скажите, пожалуйста, были ли в преддверии выборов зафиксированы какие-то попытки извне при помощи провокации или информационных кампаний или кампаний по дезинформации повлиять на исход выборов в Абхазии? Что касается исхода выборов, хотелось бы отметить, что было зафиксировано одно нарушение о том, что на территории Республики Абхазия проводится опрос, который не был согласован с властями Республики Абхазия. Вот. И мы этот вопрос зафиксировали, озвучили, и Центральная избирательная комиссия, она отреагировала на это, вот, и призвали граждан, чтобы, если они участвуют в такого рода опросах, чтобы знали, кто это, и чтобы это было в законном русле. Вот. Поэтому и к тем, кто имеет полномочия такого рода опросы проводить, мы к ним тоже обратились, чтобы они все эти вопросы согласовывали с компетентными органами Республики Абхазия. Спасибо. Вопросы? Да. Микрофон. Меня интересует, направлял ли ЦИК своих наблюдателей. Ну, вы понимаете, почему меня интересует, потому что мэр города Дюже дал свое согласие на проведение анкетирования, да, но представитель Абхазии решил проводить его в Сакарии. Вот поэтому меня интересует, направляли ли вы своего наблюдателя, и можете ли вы сегодня
как бы уверенно сказать, что вы сделали все для того, чтобы обеспечить правом голосования тех 1000 избирателей, которые там находятся. И параллельно, как бы меня еще интересует такая вот деталь, если вы знали, что предполагали, что выборы в Турции не состоятся, почему как бы вы не огласили эту информацию заранее, чтобы эти люди, те, которые очень хотят проголосовать, имели возможность приехать в Абхазию и отдать свой голос. По сути дела, информация об этом была оглашена вчера, и те, кто очень хотят проголосовать, не имеют уже возможности приехать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Каждый голос наших избирателей, он для нас важен. Конечно, мы мониторили ситуацию, как вы справедливо отметили, мэр города Дюзже, он дал свое согласие на то, чтобы выборы в виде анкетирования мы провели, но представителями нашими являются наше представительство, которое несет ответственность для того, чтобы они... И для того, чтобы мы попросили нашего депутата парламента Инара Гицба, которому у нас полное доверие, что так как он был ранее, в 2014 году, когда единственный раз мы проводили там выборы, когда турецкая власть пыталась сорвать выборы, он был тогда полномочным представителем. Мы его попросили, мы посчитали, что лучше, чем он, никто не сможет разобраться в данном вопросе, мы его делегировали, действующего депутата парламента. Он ситуацию там промониторил, и буквально накануне того, что нам представил документ Ибрагим Авицба, это было позавчера, он со мной связался, Инар Гицба, действующий депутат, и сказал, что Дмитрий Зурабович, возможности провести там выборы нет. Но мы, откровенно вам скажу, мы до конца пытались сделать так, чтобы все-таки достучаться до турецких властей, чтобы они все-таки дали возможность нам открыть там участок. И когда мы убедились в том, что такой возможности не будет, и мы и от граждан наших, которые там постоянно проживают, информацию получали о том, что возможности нет. То есть они информированы там лучше, чем мы здесь. И когда уже поступило само письмо, мы уже приняли окончательно о том, что мы его там будем закрывать. Потому что вчера, как только поступило письмо, мы сразу его рассмотрели. Так вот, по факту. Был делегирован депутат парламента Инар Гицба. Мы не отправляли, нет. Дело в том, что то, что указывает в письме тот город, который указывает полномочный представитель, мы этот город имеем право рассмотреть. Другие города мы включать в повестку дня не имеем права, потому что это должно быть отражено в ходатайстве полномочного представителя. Да, этого письма этого города в письме не было. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо за внимание. Коллеги, если вопросов больше нет, то на сегодня пресс-центр завершает свою работу. Завтра возобновит свою работу в 8 утра, а в 9 утра мы уже выйдем в прямой эфир. Спасибо, до свидания.